خفافيش الظلام. Аль-ибада. Когда мы говорим аль-ибада? Когда Аллах Субхану говорит: «У'буду раббакум, вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Ибада вообще широкое понятие. Ибада, внимательно, это тазаллю лилляхи та'аля. Это самоуничижение человека перед Аллахом. Самоуничижение. Раболепие, самоуничижение, раболепное самоуничижение человека перед Аллахом. Путем чего? Выполнение того, что Он приказал, и оставление того, что Он запретил, с предельной любовью и предельным возвеличиванием. Вот это ибада, которая от нас требуется. Это общее понятие того, что такое ибада, служение Аллаху Субхану ва Тааля. Это служение. Что это такое? Тазаллю лиллях. То есть это смиренное, раболепное, самоуничижительное служение Аллаху путем выполнения Его приказов, оставления Его запретов с предельной любовью. Любовь обязательно составляющая ибада. И с предельным возвеличиванием. И то, и другое необходимо. Это общее определение того, что такое ибада. Теперь это ибада общее, но оно же теперь имеет конкретные проявления, правильно? Какие-то виды деяний, в которых оно проявляется. Поэтому слово ибада второе значение имеет, а именно конкретные какие-то виды деяний. Какие-то конкретные виды деяний, которые являются что? Проявлением вот этого служения. Поэтому второе определение ибада уже, если то было общее определение, то это частное определение. Означает, ибада означает, как сказал шейх Ислам ибн Таймия. Это определение Ибн Таймия. Ибн Таймия, рахмахуллах тааля. Исмун джамиун. Ибада – это общее название для всего, что любит Аллах и чем Он доволен, из слов и действий, явных и скрытых. Понятно? Что-то, какое-то слово или какое-то действие, ибада или не ибада. Вспоминаем определение Ибн Таймии. Что такое? Исмун джами. Ликулли ма юхиббуху Аллаху ва ярда. Общее название для всего, что любит Аллах и чем Он доволен, из слов и действий, явных и скрытых. Хорошо? Кто повторит? Общее определение ибада и частное определение. Кто? Пожалуйста. Общее определение ибада – это самоуничижение перед всемогущим Аллахом посредством выполнения разрешенного и оставления запретного с предельной любовью и возвеличиванием. Да, это в общем. Теперь частное определение. Ибадаты. Что ибадат? Это ибада, это тоже ибада, это ибада. Намаз ибада. Что это? Угу. Это все дела и слова, как явные, так и скрытые, которыми Аллах доволен и которые Ему любимы. Да. كل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Все, что любит Аллах и чем Он доволен, из слов и действий, как явных, так и скрытых. Из этого определения Ибн Таймии вытекает, что Аллах Субхану ва Тааля есть такой атрибут, как любовь, и такой атрибут, как довольство. Аллах Субхану ва Тааля любит и бывает любим. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля Его любви и просим, чтобы Он дал нам любовь к Нему, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям учил в дуа. Хорошо, он учил: Аллахумма инна ас'алука хуббак. Аллах, я прошу у Тебя Твоей любви. Или иначе можно разъяснить, дать шарх такой, что я прошу любви к Тебе. И так правильно. То есть в этой фразе любовь к Аллаху и любовь Аллаха просишь. Хорошо? Так у Аллаха есть атрибут любовь, есть атрибут довольства, и то, что вытекает из любви и довольства. Ахлю-сунна валь джамаа подтверждает этот атрибут любовь и атрибут довольства. Заблудшие группы отрицают наличие Аллаха атрибута любви. Хорошо? Атрибута довольства. Мы говорим, есть атрибут любовь, Аллах любит, сообразно Его величию, это Его атрибут,
Аллах бывает доволен. И верим как в сами атрибуты, так и то, что из них вытекает. А что вытекает из любви Аллаха кому-то? Или довольства Аллаха кем-то? Что вытекает? Саваб. То есть награда. Они, заблудшие группы, отрицают атрибут любовь и трактуют его как награда. Любовь Аллаха это награда, говорят они. Мы говорим нет. Любовь это любовь. А награда это то, что уже вытекает. Да, это уже результат любви Аллаха Субхану Тааля к кому-то. Итак, шейх Ислам Теймия говорит, все, что любит Аллах, чем он доволен, из слов и деяний. Отсюда мы видим, что поклонения бывают в виде действия, бывают в виде слов. Верно? В виде действий бывает и в виде слов. В виде слов поклонения человек говорит астагфируллах. Это ибада. Сказать астагфируллах ибада. Ибада. Аллах любит это, Аллах доволен этим. Хорошо? Сказать ля иляха илляллах. Ибада. Ибада. Еще. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Просить благословения для Мухаммада, саллаллаху салям. Ибада, ибада. То есть это ибада как в виде чего? В виде слов. В виде действий. Ибадаты какие? В виде действий. В виде действий. Ибадаты в виде действий. Хадж тоже, да. Еще. Ну, где-то жертвоприношение тоже, да, жертвоприношение, еще. Пост. Суям. Суям. Да, это в виде действий. Намаз. Намаз это поклонение в виде слов или в виде действий. Это тот вид поклонения, который включает в себя и то, и другое. Есть поклонение, которое включает в себя и слова, и действия. Намаз включает в себя и слова, и действия. Дальше шейх Ислам Теймия говорит, явные и скрытые. Явные это то, что называется словом ислам. В хадисе Джибриля, алейхиссалам, когда он пришел и спросил пророка саллаллаху ислам, что такое ислам, пророк саллаллаху что сказал ему? Как определил ислам? Сказал, что это шахада, то есть свидетельствовать. Да? Свидетельствуешь, ты явно свидетельствуешь, правильно, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха. Потом он сказал намаз, тоже явный, да, внешний вид действия. Потом что? Закят, потом что? Пост, суям, потом что? Хадж. Так, в виде явных слов и действий, то, что определено в хадисе Джибриля как ислам, хорошо, то есть внешние действия человека религиозные, и скрытые, то, что именуется в хадисе Джибриля как иман, вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в Писание и так далее, и всякие деяния сердца скрытые, деяния сердца такие, как любовь к Аллаху, страх перед Аллахом, остережение, боязнь, таваккуль, упование на Аллаха Субхану ва Тааля и прочие, надежда и прочие деяния сердца.